Проблема с распространением коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. На сегодняшний день используются два метода борьбы с клопом: обработка мест скопления вредителей ядохимикатами и механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки. В целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории республики Министерство сельского хозяйства Абхазии на основании соглашения с Минсельхозом России получило препараты для борьбы с вредителем. Также гуманитарную помощь в приобретении пестицидов оказывает международная неправительственная организация «Движение против голода». Во всех районах страны были созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность насекомого вредителя. Жители могут обратиться в администрацию своего района, где имеют возможность получить определенное количество препаратов, сам аппарат и спецодежду для опрыскивания. Все эти препараты были розданы безвозмездно. То есть люди обращаются уже непосредственно, если это в районе, обращаются в районное сельхозуправление, если это в какой-то деревне, обращаются к главе администрации на выдачу тех или иных препаратов. У нас было затишье, думали, как-то люди радовались, что как бы его стало меньше, да, но это, опять же, это все временно, сейчас он опять пойдет в августе. Что касается лечения, нужно всем вместе объединиться, государство одно никак не справится, это общая беда, с этим надо бороться. Больше всего вредитель нанес ущерб в восточной части Абхазии. Здесь жители уже с начала весны опрыскивают пестицидами сельхозугодия. Препараты, которыми они пользуются, эффективны не только от клопа, но и от других вредителей и болезней растений. По словам специалистов, плодовые и овощные насаждения нужно опрыскивать несколько раз в год и более. Следует обрабатывать только те места, в которых нет другой живности, так как препарат не безвреден. Гулилипский район от Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия получил около 2 тонны ядохимикатов. Из них почти более 1700 литров роздано населению. У нас есть запас, который предусмотрен для экстренных случаев. Конечно, это большая помощь, то, что нам выделили. Это еще раз подстегнуло население, раз они получили от государства, еще раз осмотреть свой огород и произвести опрыскивание. С получением препаратов жители из сел районов незамедлительно начали лечить свои огороды и сады. После неоднократного опрыскивания вредителя стало заметно меньше, говорят сельчане. Уже 3-й раз я его обрабатываю, весь участок. Обрабатывал. Я так заметил, что клоп ушел. В основном основная масса клопа ушла. Есть, так редко попадаются. В прошлом году я не обрабатывал, и мой орех очень сильно пострадал. Но думаю, это лечение поможет ему вообще убрать с моего участка. Примерно одной баночкой этого вещества можно обработать около гектара земли. С началом текущего года в Абхазию завезено более 30 тысяч тонн химикатов. Планируется завезти еще около 80 единиц специальной прицепной техники для опрыскивания. Саид Жарсали, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.